Добрый день. В эфире телепередача «Эльге Хазмет». Президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что большое влияние на наш рынок труда оказывают миграционные процессы. Казахстан – вторая страна СНГ по количеству принимаемых мигрантов. Нужны правильные решения проблем в этой сфере. Правительство разрабатывает новую концепцию миграционной политики, в которой будут отражены механизмы защиты прав наших граждан, работающих за рубежом. Кто имеет право ходатайствовать на получение разрешения на постоянное проживание в Казахстане и принятие гражданства одновременно? На каких основаниях иностранцы могут оформлять разрешение на временное пребывание? Процедура убытия за рубеж? Категории иностранцев, которые освобождены от подтверждения платежеспособности? Ответы на эти вопросы и другую полезную информацию мы узнаем у гостя нашей сегодняшней телепередачи, старшего инспектора по особым поручениям Управления миграционной службы Департамента полиции Павлодарской области Айтказиной Гульжан. Добрый день, Гульжан. Добрый день, Анжела Павловна. Расскажите, пожалуйста, насколько мне известно, в последнее время активно происходит переход полиции на сервисную модель. То есть миграционная служба все чаще называют сервисной миграционной, да? Полиции получается. Что означает и какие новшества появились в работе? Да, действительно, правительство сейчас ставит задачи перехода не только полиции, но и других сфер на сервисную модель. Что это означает? Это означает, естественно, оказание услуг, не только, а вообще быть ближе к народу, как мы говорим. Как всем известно, с 2020 года отменено понятие такое, как регистрация иностранного гражданина. Постепенно страна переходит к послаблению в плане миграционного контроля. Но и в этом плане мы переходим больше на уведомительный характер. То есть теперь ответственность за пребывание иностранцев в Казахстане возлагается на принимающую сторону. Что это значит? Прибывающий иностранец в Казахстан, он теперь не бегает в миграционные службы и не беспокоится о своей регистрации. Теперь это делают лица, которые принимают их на проживание, временное или постоянное ли. Принимающая сторона обязана в течение 3 дней уведомить миграционную службу о прибытии к нему иностранца. Делается это через мобильные приложения. Да? Это можно обратиться непосредственно в миграционную службу. И за неуведомление, соответственно, предусмотрена ответственность. Если человек в течение 3 дней не уведомляет о прибытии иностранца, то этому человеку полагается административное взыскание в виде предупреждения. Это для физического лица, для юридического лица это будет штраф в размере 15 МРП. Вот у меня вопрос сразу возникает. Смотрите, получается, для того, чтобы прибыть, неважно на какой срок, все должны уведомить в течение 3 дней. Да, совершенно Это верно. любая категория граждан, хоть трудовые мигранты, хоть любая категория получается, да? Да, об этом уведомляется, то есть уведомление выставляется о прибытии любого иностранца, даже если он приехал на 1 день, согласно законодательству, да, но в течение 3 дней это уведомление необходимо выставить. А прописка нужна какая-то? Нет, это Только и есть уведомление. это и есть Нет, уведомление, это да? не регистрация, то есть мы же освободили иностранцев от регистрации. Соответственно, это просто уведомление о том, что человек пребывает на территории Казахстана, иностранец. Я знаю, что для уведомления существуют мобильные приложения. Расскажите о них, какие приложения есть? Мобильные приложения, да, существуют, можно регистрировать как через ЕГОВ, то есть воспользоваться порталами ЕГОВ.КЗ. Там есть тоже вкладочка, можно заказать услугу онлайн. Она переводит на визово-миграционный портал, и через визово-миграционный портал, вот если на слайдах будет видно, то есть мы говорим, что через ЕГОВ, можно через визово-миграционный портал, и есть очень удобное сейчас приложение, разработанное специально для вот именно уведомления, это Е-Конак, очень... Мобильное приложение. Да, это мобильное приложение, им можно пользоваться и в планшетах, ноутбуках, то есть там, где есть интернет. Приложение очень удобное, оно в плане авторизации даже удобное, то есть для этого необходимо только ИИН, фамилия, имя, анкетные данные, получается, mail, это, и все. То есть при авторизации приходит СМС, путем ввода СМС происходит верификация и вход в приложение. Все достаточно. То есть это приложение вообще для принятия, да, которое для принявшей стороны получается, да? Да, принимающей стороны. Принимающей стороны. Угу. То есть если я принимающая сторона, то я должна это скачать уведомление, не приходя в ЦОН, могу уведомить службу миграционной полиции. Да, это приложение разработано именно для вот таких целей.
и оно очень удобно как и для юридических лиц, которые, это, допустим, гостиничные комплексы, да, гостиницы сами, арендодатели, которые занимаются сдачей квартир. То есть для них это приложение просто идеальное, ну, как и для физических лиц. Достаточно простое приложение, минимум данных. И в чем еще удобство этого портала, этого приложения, что документ сканируется, то есть достаточно навести приложение на документ, и все данные автоматически встают в нужные поля. То есть я считаю, это очень удобно. А процедура авторизации? Только что сказала, что процедура верификации очень простая. Допустим, в отличие от даже визового миграционного портала, вот я бы даже так сказала. То есть процесс авторизации упрощен? Упрощен, да. Как и сама процедура. И все, и это занимает буквально 3 минуты. И если вот бывают люди, у которых, вернее, очень часто, да, приезжают, доводится так, что родители, например, проживают в Казахстане, а дети переехали ну, в другую страну, в Российскую Федерацию, скажем, и прибытие их достаточно часто. То есть уведомление через мобильный телефон, достаточно легкая процедура в этом плане. Ну, удобно, скажем так. Давайте перейдем на принятие гражданства и кто имеет право вообще ходатайствовать на принятие гражданства одновременно и на ПМЖ. Сейчас очень много проводится оптимизация, да, в услугах. И если раньше принятие гражданства и получение вида на жительство, да, как мы говорим, на постоянное проживание иностранцам, это были 2 процедуры, но они до сих пор 2 разные процедуры, но сейчас они могут оказываться в параллельном варианте. То есть если получение вида на жительство занимает у нас 45 дней, и гражданство 3 месяца, допустим, по упрощенному варианту, то теперь это объединенные услуги, и обе процедуры укладываются в эти 30 дней. Кто могут получить вот именно в таком упрощенном варианте параллельно? Кто может получить? Это кандасы, да, то есть иностранцы, имеющие статус кандас, этнические казахи, соответственно, это бывшие наши соотечественники, родившиеся в Казахстане. То есть они сперва должны получить статус получить в местном статус исполнительном кандаса, органе, да, потом прийти к нам и подать ходатайство. одновременно, да, получается на ПМЖ и получение гражданства с последующим, да, получением. А вот процедура убытия, она какая, вот, к примеру, если человек хочет уехать за пределы Казахстана на постоянное место жительства, это как процедура вообще прохождения вот этой вот перехода или получения гражданства другой страны? Человек имеет право, да, согласно Конституции и вообще любого права, человек имеет право жить там, где он хочет, и, соответственно, пересекать границу, как он захочет. Но есть процедура оформления документов на выезд на постоянное место жительства. Ее человек может проходить в случае, если он планирует постоянно проживать на территории другой страны и в дальнейшем принять гражданство. Но, в принципе, получив эту процедуру и проживая за рубежом, человеку не обязательно менять гражданство, то есть он может оставаться гражданином Казахстана и проживать в этом статусе, да, на территории другой страны, но оставаясь при этом гражданином Казахстана. Эта процедура занимает 20 рабочих дней. Документы вообще по любой процедуре, оказываемой миграционной службой, перечень документов, сроки, все это, естественно, есть на портале ЕГОВ. Единственное, я скажу, что на что нужно обратить внимание человеку, да, при оформлении такой процедуры. Соответственно, подавая ходатайство, мы проверяем человека на имеющиеся у него неисполненные обязательства, например, судебные, да, либо налоговые обязательства. Ну, в том числе проверка идет и по учетам Комитета национальной безопасности, по учетам правовой статистики. То есть все эти процедуры мы проводим в течение 10 дней. Человеку заблаговременно о чем можно побеспокоиться. То есть он может проверить себя до подачи процедуры на предмет наличия у него вот таких долгов, к примеру, судимости и налоговой. Бывает так, что услугополучатель эту проверку у себя провел или на сайте, он это может сделать, да, проводит, вроде бы как бы долгов нет. Но налоговый период в налоговом комитете отчитываются в определенные то есть возникают периоды, да. проблемы. И об этом он может узнать только в период прохождения этой процедуры. Но здесь тоже человеку можно не паниковать. Для этого в случае получения отказа, допустим, при наличии задолженности налоговой либо судебной, это можно устранить. На это дается 5 дней рабочих, за которые
человек может погасить, прийти к нам вновь, и мы эту процедуру можем продолжить. Главное, чтобы она не превышала 20 рабочих дней. То есть эта услуга приостанавливается или? Она нет, она не приостанавливается, она имеет свою этапность, куда входит вот эти 5 дней, в течение которых он может, то есть Довести, дается время устранить. Это прописывается в уведомлении, то есть ему выдается уведомление, в котором эти условия будут прописаны. Еще один тоже немаловажный момент в этом, это касается, наверное, больше мужской части населения, выезжающих из страны. Бывает, что отсутствует военный билет. То есть в этом случае восстановление военного билета, к сожалению, имеет более долгий срок, чем наша процедура. И если у человека есть такая проблема, то ее лучше решить до подачи, потому что он не уложится в 20-дневный срок, и мы вынуждены будем отказать в связи с невозможностью снять его с воинского учета. Поэтому это тоже такой момент. По такому моменту у нас есть отказы, 9 отказов у нас таких есть. Поэтому, то есть это случаи реальные, и заблаговременно тоже нужно будет беспокоиться. То есть потом после восстановления военного билета можно будет заново подать, да, получается? Заново подать, да. Угу. А касательно, вот, допустим, как иностранцы могут оформлять ПМЖ вообще? Как, ПМЖ. Да. Вообще иностранцы у нас могут пребывать как временно, так и постоянно, да? То есть это тоже две разные процедуры. Для того, чтобы получить временную регистрацию, да, то есть это разрешение на временное проживание называется, для этого нужны основания. Их у нас 6. То есть человек может подать по воссоединению с семьей, если у него здесь есть родственники первой степени родства. Для этого он предоставляет документ, подтверждающий родство с этим человеком, и это будет основание пребывать ему здесь в течение года. А супруги являются? Конечно, это Супруги тоже являются. Да, получается, если с супруга, допустим, гражданка Казахстана, а супруг другой страны, то есть это тоже является, да? Это как раз и происходит, если супруги граждане разных стран, соответственно, супруг казахстанец, либо он постоянно проживающий здесь иностранец, он может принять супругов как на воссоединение с семьей. Но воссоединение с семьей такая причина не дает права работать. То есть если человек приезжает сюда на год и планирует работать, ему эту цель необходимо поменять. Тогда он составляет трудовые отношения с организацией, и уже организация подает на регистрацию временного проживания по причине работы. То есть это уже будет на основаниях трудовых отношений. Это вторая причина временного второе основание для временного проживания. Можно заключить любые трудовые договора, как и с юридическими фирмами, так и с физическими лицами. Допустим, это услуги, там, не знаю, няни, например, сиделки, да, то есть это тоже трудовые отношения, они оформляются, и это будет основанием для пребывания здесь в течение года. Третья причина – это учеба. Ну, здесь уже нужно ходатайство учебного заведения, подтверждающее, что человек здесь обучается, соответственно, это тоже основание. Четвертое основание – это бизнес, то есть организация бизнеса, бизнес-иммигранты называется. И для этого, если человек занимается такой деятельностью предпринимательской, иностранец, он получает разрешение в местных исполнительных органах, и мы также ему даем разрешение на временное проживание. Также сюда входит миссионерская деятельность, тоже на основании разрешения занятия миссионерской деятельностью мы даем разрешение на проживание. Ну и остается лечение. Лечение стационарное, то есть дается оно на период этого необходимого лечения. Это тоже вот шестое основание для пребывания здесь временно. Теперь мы, наверное, должны поговорить о разрешении на постоянное проживание. Это хороший вопрос, это наиболее актуальная услуга на сегодняшний день. Сейчас, как вы знаете, есть приток граждан из Российской Федерации, из Туркменистана. Да, сейчас у нас тоже есть такая категория лиц. К примеру, в прошлом году, в 2021 году у нас подали 637 человек на постоянное проживание. В этом году их количество увеличилось до 800, уже почти под 900 ходатайствующих на разрешение на постоянное проживание в Казахстане. Из них граждан Российской Федерации уже 500, то есть на 200 с лишним человек это количество у нас возросло.
В чем здесь есть упрощение? Как мы уже говорили, министерство, да, постоянно работает над оптимизацией услуг, сокращены сроки, да, мы уже говорили, с 60 дней до 45 дней, сократился перечень услуг и в плане сократился перечень документов, которые необходимо привозить из страны пребывания. На сегодняшний день остался всего один единственный документ, это справка о судимости, документ, подтверждающий, ну, или отвергающий судимость. Но в чем сейчас у нас, вот как практика показывает, получается загвоздка. Сейчас, как и у нас, так и в других странах существуют центры, да, вот наподобие, как у нас центры обслуживания населения, также есть они и в Российской Федерации, и в других странах, в Узбекистане, например, которые выдают информацию в электронном варианте, заверяют ее электронной подписью, ключом ЭЦП, есть штрих-коды, QR-коды, но, однако, вот эти электронные ключи ЭЦП, они работают только на территории своей страны, ну, по аналогии, как и у нас. Соответственно, эти справки на территории другого государства уже будут не ликвидны. Однако закон наш о цифровых документах, о цифровых подписях, извиняюсь, они такую возможность тоже дают, но для этого та страна, которая выпускает такие подписи, вернее, такие документы, должна иметь на территории Казахстана свою такую организацию, которая может подтверждать эти цифровые электронные ключи. Да, цифровые документы. И если этот цифровой документ будет заверен такой организацией, тогда мы, естественно, такой документ можем принять. Но у нас такие есть? Дело в том, что это сейчас очень часто, повсеместно. Это особенно часто из Российской Федерации и из Узбекистана. Мы отказываем в принятии таких документов, потому как мы не можем подтвердить подлинность этого документа. Это одна из причин отказа, получается? Это одна из причин отказа, да. Несоответствие документов. То есть в стандарте прописано, что предоставляется документ о судимости, выданный компетентным органом страны проживания. Соответственно, она должна иметь гербовую печать, ну, и исполнена быть на определенном бланке. Я просто это поясняю, потому что, то есть, смотрите, какое-то время, ну какое время, это было в период пандемии, делалось послабление, опять же, правительство шло на послабление ввиду отсутствия возможности пересечения границы. На тот момент, вот на период пандемии, мы такие справки вынуждены были принимать, потому как не было другой возможности. И теперь у людей создается немножко неверное мнение, что это что ужесточились правила. На самом деле эти требования существуют очень давно, в смысле с момента создания этой услуги, а ввиду послабления просто вот немножко пошло недопонимание в этом плане. Поясните, пожалуйста, по подтверждению платежеспособности, что это вообще значит? Да, подтверждение платежеспособности – это обязательное условие для процедуры на постоянное место проживания. Для чего оно нужно? Это для того, чтобы иностранец не остался на территории Казахстана без возможности проживания. То есть подтверждение платежеспособности – это помещение на счет в банке второго уровня суммы, равной не менее 1320 МРП. Эта сумма определена как возможность купить 15 квадратных метров жилья. То есть это правительством норма установлена не просто так, а именно как страховой случай для того, чтобы человек не остался здесь на улице. Это для категории, которые на ПМЖ приезжают, это да? касается только... Или для только тех, кто для принявших гражданство? Нет, это касается именно для тех, кто полагает здесь жить, иностранцы постоянно. Постоянно. То есть это одна из обязательных условий. условий. Да. Если такое условие не соблюдается, соответственно, это тоже основание для отказа. Угу. А есть категории иностранцев, которые освобождены от Да, такие иностранцы есть, то есть это, соответственно, кандасы, да, они освобождены от такой категории, бывшие наши соотечественники, которые родились на территории нашей страны, либо в бытность СССР, либо в Казахстане, да. А были какие-то случаи, что вот, допустим, затруднительные, да? Ну да, я могу сказать, вот у нас гражданка Молдовы, она приехала с Молдовы со своим супругом,
и случилась у нее тяжелая ситуация, она как раз-таки не могла подтвердить вот эту платежеспособность, и мы вынуждены ей были отказывать, так как она не входит в в исключительную категорию, соответственно, подтверждение платежеспособности ей необходимо было обязательно. Она приехала сюда с 2 дочками, положение было для нее очень трагичное, она обратилась к волонтерам, и они собрали эту сумму и таким образом помогли восстановить. Мы, конечно, очень этому способствовали, мы тоже много ей помогали, давали возможность продлить ей визу пребывания здесь. Даже позже у нее возникла проблема с паспортом, мы тоже ей в этом плане оказали помощь, и она смогла съездить в посольство и обменять паспорт. Ну, такие случаи, конечно, они, в принципе, ежедневны, и это наша Индивидуально работа. каждый, да, И к по-своему. каждому материалу, конечно, мы подходим индивидуально. А есть какие-то у вас, может быть, какие-то дополнения, что-то мы, может быть, еще не охватили, или что-то хотелось бы еще сказать? Знаете, конечно, есть случаи, которые... Вот к нам с посольства, например, тоже обращаются люди по определению гражданства, да, то есть это категория людей, когда-то давно выехавшие за пределы Казахстана, но не имеющие документы, то есть они образца 1974 года по этим паспортам выезжают, и в дальнейшем затруднительно им определить гражданство и получить какой-либо документ. Соответственно, через посольство они не могут это сделать. И То есть они не вернуться там сюда. документировались, не здесь не обновляли Да, документы? такие люди, к сожалению, еще есть, и это сложная категория. Мы тоже в каждой ситуации принимаем определенные решения. А как они восстанавливают в таком случае гражданство? Ну, Подают? конечно, они подают документы через посольство, не приезжая сюда. То есть это для тех людей, которые не имеют возможности сюда приехать. Мы работаем через посольство. Например, даже сейчас вот у меня есть проблемный материал. Человек проживает за рубежом, он тяжело болен, у него онкология, у него нет возможности вообще передвигаться и ездить сюда, но он не может и подтвердить свое гражданство. Ну, посольство, соответственно, прислало к нам документы. Сейчас мы обрабатываем, и вся, которая есть информация, здесь мы предоставляем туда и даем человеку возможность уже принять решение, либо он наш гражданин, либо он гражданин без гражданства, и, соответственно, уже в зависимости от этого к нему через посольством будут приниматься определенные уже решения. А есть случаи, которые вообще люди не документировались, допустим? Ну, конечно, и такая категория есть. Это люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, у которых нет возможности, но и этим людям не стоит отчаиваться. К нам тоже такие люди приходят. Вот буквально сегодня сегодня он вернулся, вчера уехал в посольство Российской Федерации у нас мужчина, 1972 года рождения. У него тоже была ситуация, вот он много лет уже пытается утвердить свое гражданство, чтобы документироваться. И вот сегодня его судьба решилась, вот это прям происходит сегодня. Он сегодня приедет уже с Каменногорска, предоставит нам справку об отсутствии гражданства его Российской Федерации, и мы признаем его нашим гражданином и наконец-то документируем. То есть человек, это его цель сейчас документироваться, у него есть семья, дети, а он без документов. Соответственно, он не может пользоваться никакими социальными возможностями, услугами. И вот я думаю, что завтра он придет и обрадует нас таким решением. Да. Эти ситуации есть, мы, конечно же, решаем их. Я оставлю телефоны, или их можно назвать, да? Да, конечно, вы можно можете обратиться. назвать свой телефон. То есть телефоны всегда, в рабочее время всегда на связи. Это 90 33 43, 90 33 42, 90 33 41 и 90 33 38. Это телефоны, по которым можно звонить в рабочее время, и мы всегда подскажем, как выйти, допустим, из ситуации. Спасибо большое вам, Гульжан. Это была телепередача «Эльге Хызмет». Всем спасибо за участие. До свидания.